Чувашский национальный конгресс в рамках грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России» находится в Пензенской области, село Неверкино. Значимое мероприятие организовал Чувашский национальный конгресс в рамках президентского грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России». Большую поддержку оказала администрация Неверкинского района, Пензенской области и национально-культурной автономии Чувашии, Неверкинского района и города Пензы. Надо отметить, что Неверкинский район – место компактного проживания Чувашии Пензенской области. Здесь, в 10 чувашских деревнях Неверкино, Бекмурзино, Илимгора, Старая Андреевка, Криволучье и других живут 70% наших сородичей. А в Неверкино в согласии и дружбе проживают 4 основные национальности – русские, татары, чуваши и мордва. 5 июля под руководством оргкомитета грантового проекта Чувашского национального конгресса «Национальное достояние народов. Достояние России» в село Неверкино прибыло около 40 девушек и парней, активистов чувашских национально-культурных объединений Тюменской области, города Санкт-Петербург, Ленинградской области, Мурманска, Самары, Саратова, Пензенской области. Все они члены молодежного движения «Хастар» при Чувашском национальном конгрессе и отделении конгресса в районах и регионах России. Вообще хотелось бы для начала сказать огромное спасибо организаторам всего этого мероприятия, потому что они проделали большую работу. Я приехала сюда, чтобы узнать, чем занимается молодежь, какие мероприятия проводят из других регионов. Прежде всего, получить опыт. Потом приехала узнать, завести новые знакомства. Конечно, они всегда будут нужны нам. Хотела побольше... у нас будут проходить мастер-классы, конечно же, это очень будет полезно нам. В Тюмени у нас молодежное движение, есть пресс-ассоциация Чуваши Таван. Мы развиваемся, мы готовим детей маленьких на различные фестивали, конкурсы, областные мероприятия. Хотелось, конечно же, побольше вот этих мероприятий проводить, и для этого мы сюда приехали, чтобы получить этот вот опыт. Администрация райцентра Неверкино создала все условия для успешной и плодотворной работы. Вечером на самом красивом месте вблизи Чертановского пруда состоялось открытие первого межрегионального молодежного форума «Хастар». Первый вице-президент ЧНК и заместитель оргкомитета проекта Валерий Клементьев, председатель Чувашского национально-культурного общества Неверкинского района Анатолий Архипкин, заместитель главы администрации Неверкинского района Наталья Акчурина и председатель молодежного движения «Хастар» при ЧНК Людмила Засыпкина поздравили участников форума с открытием и пожелали им успешной и плодотворной работы. Мне очень приятно поприветствовать тех гостей, которые оказались на этом форуме. И вы знаете, нужно отметить, что будущее за нашей молодежью. Если молодежь у нас будет активной, позитивной, участвовать во всех мероприятиях, давать какие-то советы, рекомендации, я думаю, что у нас все с вами получится. А вы заметили, что наша Неверкинская земля – это самое лучшее. Да. Самое лучшее. Что наши люди самые лучшие и добродушные. И я думаю, что вот все запланированные мероприятия, которые вот мы поставили цель перед собой, думаю, вместе с вами обязательно реализуем. На открытии форума представители чувашских делегаций из регионов России рассказали о своих молодежных движениях и поблагодарили организаторов за приглашение на столь увлекательное и полезное мероприятие. Сегодня для нас это не просто молодежный форум, для нас это огромный большой праздник. Шамбада туслабурунар, чеваш ятнета дахта адаландарар. Сразу же после открытия форума состоялись конкурсы на знание истории, культуры и традиций чувашского народа, а также интеллектуальные игры. Наши дедушки зачитали рэп на чувашском, а бабушки такие на припеве. Это было бы вообще супер-супер. И, конечно, нам было бы очень интересно это на все посмотреть, если бы это еще и в клипе, да, было снято. Ну, в принципе, все. У нас здесь еще есть слово «хастар». Мы решили, что так можно назвать качалку. Что это очень активно занимающиеся собой люди «Хастар». Да, и Шамраклах, йога-центр Шамраклах молодой. Завершился первый день форума вечером знакомств «Мы вместе», концертом художественной самодеятельности участников, играми и чувашской дискотекой.
всех участников молодежного форума «Хастар» взбодрил чувашский флешмоб. Хореограф и координатор молодежного движения «Хастар» Алиса Лукина под чувашскую современную музыку провела увлекательную утреннюю зарядку. Активисты Чувашского национального конгресса прибыли в Пензенскую область не просто так. Марафон культурных событий – это и спортивные события, где молодежь всех регионов, представителей чувашских диаспор сегодня с утра занимается зарядкой. Движение «Жизнь» – национальное достояние народов, достояние России. В Центре детского творчества села Неверкино в 10 часов начал работу круглый стол на тему «Грантовые проекты. Реальная возможность развития НКО». Ведущей круглого стола выступила помощник президента Чувашского национального конгресса по работе с грантовыми проектами Елена Светлая. Она рассказала об основных этапах написания проекта, трудностях, возникающих в ходе оформления отчетов и реализации мероприятий проекта. Но если вы хотите устав свой универсальный, потому что у вас, например, направление спорт, или, например, направление культура, работа с инвалидами или с пенсионерами, но все вот зависит от того, что вы хотите. Нужно посмотреть, какие у вас акведы, то есть какой фронт деятельности и в уставной деятельности вы должны правильно прописать. В зале, кроме участников межрегионального молодежного форума, были сотрудники отдела образования, учреждений культуры, предприниматели Неверкинского района. Присутствующие задавали много вопросов, на которые Елена подробно ответила. Приводила реальные примеры из практической работы НКО. О своем опыте предпринимательства и изготовлению национальных костюмов рассказала местная общественница и предприниматель Вера Ильдейкина. И мы получали эти гранты на развитие бизнеса, малого бизнеса. Это все то же самое. Да, действительно, тот, кто реально претендует на какие-то гранты, должен в себе иметь ту частичку, ту, которая позволяет работать от всей души и выкладываться на 150% даже бесплатно. Выслушав ее рассказ о большом опыте общественной работы, помощник президента ЧНК предложил ей создать свою некоммерческую организацию, которая может вести социально значимую работу при поддержке фонда президентских грантов и других грантодателей, ориентированных на социальную политику в обществе. О деятельности администрации по развитию культуры народов, проживающих в Неверкинском районе, рассказала специалист администрации района Наталья Кузьмина. По окончании круглого стола все присутствующие поблагодарили Елену Светлую за полезную и своевременную информацию, в которой так нуждаются активисты и общественники НКО. Также состоялся круглый стол «Будущее нации за молодежью». С участниками форума чувашской молодежи «Хастар» встретился первый вице-президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев. Он рассказал о деятельности, целях и задачах организации и федерального грантового проекта. Мы выиграли грант, очень большой грант для Национального конгресса, но мы оттуда смогли выкрасть чуть-чуть. На Неверкино мы там 100 тысяч, да, у нас было, вот 97 тысяч. Мы вот 3 автобуса наняли на это и приехали к вам. Артисты у нас много. И сегодня, кстати, вот через час уже подъедут еще 16 человек. То есть очень большая команда у нас. Мы просто ради галочки ничего не делаем, поверьте. У нас нет таких мероприятий. Пока вот наша команда так серьезно работает, мы ради галочки ничего не делаем. Самое главное – идея вот это объединение, в нас это живет внутри. И поэтому, я думаю, мы очень богаты, мы очень сильны. Первый вице-президент озвучил проблему привлечения чувашской молодежи в движение «Хастар». Он призвал присутствующую молодежь подробно информировать своих друзей в регионах России. О начатой работе рассказал о планах и перспективах организации, предложил создать на местах региональное подразделение молодежной организации «Хастар». Полезным была и встреча с чувашским историком Сергеем Щербаковым. Чуваши – прошлое, настоящее, будущее. Все увлеченно слушали его рассуждения об истории нашего народа. Многие вещи раньше не публиковались, и уж тем более такие выводы не делались. Я уже порядка 12 лет этим занимаюсь и сталкиваюсь с тем, что люди
у них наступает такой когнитивный диссонанс. То есть, когда вроде они привыкли считать вот так вот, как они раньше читали в книгах, в учебниках, как им в вузах рассказывали, а тут вроде убедительно рассказывает совершенно другое, диаметральное. Не все это могут перенести. Второй день активисты Чувашского национального конгресса прибывают в Пензенской области, в селе Неверкино. В рамках грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России». Здесь, в детской школе искусств, проходят мастер-классы по вокалу, по чувашской вышивке, по изготовлению уникальных изделий. Дети Пензенской области, гости и жители села Неверкино с удовольствием посещают наши мастер-классы. Они обучаются чувашским танцам, поют песни на чувашском языке, конечно же, делают уникальные тонкой работы вышивки и красивые, плетут из бисера украшения. Я думаю, что они с гордостью придут и домой и похвастаются тем, чему сегодня они научились. Пройдемте же и мы посмотрим, как все это происходит. Мастера специально приехали из Чувашии, чтобы поделиться своим профессиональным опытом с чувашской молодежью из регионов России. Вот такие уникальные головные уборы создает мастер Зинаида Воронова. И она приехала в Пензенскую область, село Неверкино, для того, чтобы провести мастер-класс для всех желающих в рамках грантового проекта «Национальное достояние народов. Достояние России». Так это что? Тоже оберегающая часть нашей девочки. Но здесь мы обратим внимание на что? Самое главное, здесь у нас есть связь с космосом. Мы идем по коридорам детской школы искусств села Неверкино и слышим мелодичные песни на чувашском языке. Кто же их исполняет? Посмотрим, друзья. Это наша молодежь, молодежь Чувашской республики и молодежь, проживающая в регионах Российской Федерации. Они знают свой родной язык, они любят свои песни, и мы гордимся, что национальное достояние народов – достояние России. Мастерства по разным направлениям чувашского искусства и культуры пришли жители и гости Неверкинского района, интересующиеся нашей культурой. Участники мастер-классов признались, что было увлекательно и полезно. А вечером активисты Хастар и все участники форума вновь собрались на живописном берегу Чертановского пруда. Накануне главного праздника прошла генеральная репетиция «Акадуй». Организаторы форума и принимающая сторона в качестве наставничества приобщили активистов молодого крыла ЧНК ко всем рабочим моментам организации проведения праздника плуга и земли. Второй день молодежного форума Хастар завершился подведением итогов и творческим концертом. Многие девушки и парни показали свое мастерство в концертной программе. На закрытии межрегионального молодежного форума Хастар первый вице-президент ЧНК Валерий Клементьев подчеркнул, что за 2 дня наши парни и девушки научились многому, а главное, ребята расширили свой круг общения. Представители чувашской молодежи из регионов поблагодарили организаторов и фонд президентских грантов за поддержку важного для регионов Российской Федерации проекта «Национальное достояние народов. Достояние России». Полученные знания и опыт на всех мероприятиях и
попросили начатую работу проводить ежегодно. В первую очередь поблагодарить организаторов за прекраснейший форум, за отличную возможность познакомиться с новыми людьми, открыть для себя что-то новое, получить какой-то опыт от других регионов. И, конечно же, хочется пожелать всем отличного настроения. Надеюсь, что эта встреча у нас ничего не закончится. То, что мы будем также общаться, также встречаться со всеми, с кем сегодня встретились тут. Мы познакомились со многими людьми из разных регионов. И это очень радует. Хочется больше таких форумов и интересных мероприятий. Спасибо. Молодежный задор, фантазия и мощная позитивная энергия лились рекой на протяжении всего форума. До новых встреч! Молодое поколение – будущее чувашского народа. Чуваш,